Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили перспективы расширения сотрудничества. Туркменистан присоединился к протоколу к Международной конвенции о грузовой марке. Turkish Airlines увеличит количество рейсов между Стамбулом и Ашхабадом до 17 в неделю. И другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Саудовской Аравии Амиром бин Али Аль-Шахри, в ходе которой дипломат вручил главе государства верительные грамоты. В рамках переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Было отмечено, что торговый оборот между странами ежегодно растет и существуют все необходимые условия для дальнейшей активизации взаимодействия. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с исполнительным секретарем Международного центра транспортной дипломатии Игорем Руновым, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития международного транспортного сотрудничества. Участники переговоров подчеркнули, что совершенствование правовой и логистической базы международных перевозок является приоритетным направлением двусторонних отношений. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с послом Киргизстана в Ашхабаде Азизбеком Мадмаровым, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. В рамках переговоров дипломаты подтвердили готовность обеих стран продолжать практику взаимной поддержки инициатив в международных организациях. Особое внимание было уделено вопросам партнерства в области безопасности, устойчивого развития и охраны окружающей среды. В Туркменистане издан закон о присоединении к протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке. Международная конвенция о грузовой марке была принята по инициативе Международной морской организации 5 апреля 1966 года в Лондоне. С 10 июня авиакомпания Turkish Airlines планирует довести число еженедельных рейсов по маршруту Стамбул-Ашхабад-Стамбул до 17. Об этом сообщил посол Турции в Туркменистане Ахмед Демирок во время мероприятия, посвященного неделе туризма Турции. По словам дипломата, уже с 1 апреля текущего года количество рейсов было увеличено с 11 до 14 в неделю. Посол отметил растущий интерес туркменских граждан к Турции как к туристическому направлению. В Государственной миграционной службе Туркменистана прошла рабочая встреча с представителем американской дипломатической миссии. Во встрече принял участие второй секретарь посольства США в Туркменистане Брайан Говард Гранджин. Участники встречи обсудили текущее состояние двусторонних миграционных отношений и отметили наличие значительного потенциала для развития взаимовыгодного партнерства в данной сфере. Европейский Союз принял обновленные правила выдачи водительских прав. Ключевым нововведением станет внедрение цифровых прав, которые граждане смогут хранить на своих мобильных устройствах. Планируется, что электронные водительские удостоверения будут доступны для всех жителей ЕС к 2030 году. Цифровые права получат официальное признание во всех государствах-членах Европейского Союза. При этом гражданам сохранят возможность оформления традиционных пластиковых удостоверений. Срок действия обоих форматов составит 15 лет. Согласно отчету Европейского космического агентства, ситуация с загрязнением околоземного пространства продолжает ухудшаться. На низкой околоземной орбите на высоте от 160 до 2000 километров в настоящее время находится не менее 6600 тонн космических отходов. Всего год назад этот показатель составлял около 6000 тонн, что свидетельствует о стремительном росте проблемы. Эксперты отмечают, что космический мусор представляет серьезную угрозу для функционирующих спутников. Анна Чарыева и Джахан Реджепова принесли Туркменистану 2 бронзовые медали на детско-юношеском чемпионате мира по быстрым шахматам в греческом городе Родос. В категории девочек до 8 лет Анна Чарыева набрала 8 очков из 11 возможных, уступив только чемпионке из Казахстана и серебряной медалистке из Индии. Джахан Реджепова, выступая в категории девушек до 16 лет, также набрала 8 очков. Во втором туре она победила будущую чемпионку турнира из Казахстана и лидировала по итогам 5 туров. Несмотря на поражение, в 6-м и 7-м турах Джахан сумела собраться и финишировать в тройке призеров. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.